Ветераны специальной военной операции из Республики Коми приняли участие в межрегиональном турнире «Кубок защитников Отечества», который проходил в Калуге. Инту на соревнованиях представлял Даниил Адуев. Наш земляк достойно выступил в разных спортивных дисциплинах и занял призовое место в армрестлинге сидя на правую руку. Здравствуйте. Приветствую. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Сразу хочу вам поздравить. Спасибо. Молодцы. На встрече с главой округа Даниил Адуев рассказал, как проходили соревнования. Одним из организаторов турнира выступил фонд «Защитники Отечества», созданный по поручению президента России Владимира Путина. В соревнованиях приняли участие более 200 ветеранов СВО с особенностями здоровья из 29 регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Участники боевых действий проявили себя в пулевой стрельбе, армрестлинге, стрельбе из лука, пауэрлифтинге, настольном теннисе и волейболе сидя. Для героев спецоперации также прошли паралимпийский урок и мастер-классы по паралимпийским видам спорта. Одна из главных задач турнира – рассказать и показать бывшим военным возможности, которые может открыть для них спорт. Ведь большинство участников занимаются спортом только на любительском уровне. И для них это первые соревнования такого масштаба. Я, конечно, доволен. Значит, дисциплины – это армрестлинг, это стрельба из лука, это стрельба из ружья. Записывался еще на пауэрлифтинг, но так и не попал, потому что там одновременно проводились некоторые дисциплины. Вот. Соперники по армрестлингу, да, были, конечно, сложные. Вот. Ну, я сам до этого не тренировался. Я просто сходу выбрал то, что я физически смогу. Ну и попробовал. Это для меня пробные были. И больше мне понравилась все-таки стрельба из лука. И надо как-то развивать армрестлинг. Если я что-то могу, значит, надо развивать дальше. Даниил Адуев вернулся с СВО в ноябре 2023 года. Во время выполнения боевых задач он получил тяжелые ранения. Даниил Сергеевич уже перенес несколько операций, но лечение не закончено. Впереди его ждет длительный курс реабилитации. Молодой человек не унывает и усердно тренируется, поддерживая себя в физической форме. Надо реабилитироваться в любом случае, развиваться, жить, а не сидеть дома сложа руки перед компьютером постоянно. Жить, движение, спорт. В ходе беседы с главой Инты Даниил Сергеевич рассказал, что ему очень понравились состязания по стрельбе из лука. И он задумывается о том, чтобы заниматься этим видом спорта на профессиональном уровне. Также боец не против принимать участие и в других соревнованиях, в том числе городского уровня. Молодой человек даже заказал универсальный турник для домашних тренировок. Даниил согласен с мнением специалистов, что занятия спортом являются одним из лучших способов реабилитации и возвращения к мирной жизни. Тренироваться в любом случае надо. Вообще это независимо от соревнований. Так, выезды на соревнования, когда я смогу, конечно, но я имею в виду то, что мне предстоит еще лечение, операции. После этого, конечно, смогу и буду. После участия в межрегиональном турнире «Кубок защитников Отечества» многие ветераны спецопераций поставили перед собой цель и хотят профессионально заниматься спортом, чтобы, возможно, в будущем попасть в сборные команды России по паралимпийским видам спорта. Некоторые бывшие военные уже сейчас входят в составы сборных субъектов страны и участвуют во всероссийских соревнованиях. В декабре демобилизованных героев будут ждать на Всероссийском Кубке защитников Отечества на федеральной территории Сириус.